Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Ананьева. Здравствуйте. На календаре четверг, 21 декабря. Каждая из 8 школ республики, достигшая наилучших результатов, в этом году получит грант от главы Чувашии в размере 500 тысяч рублей. Олег Николаев подписал распоряжение о присуждении ежегодных грантов образовательным учреждениям Чувашии. Это 5 школ, вошедших в рейтинг лучших в республике. В списке также 3 учебных заведения с лучшими практиками обучения на чувашском языке. Отмечу, гранты предоставляются на конкурсной основе. В этом году участие в состязании приняла 21 школа. Для получения гранта нужно соответствовать определенным критериям отбора. Например, при оценке эффективности работы учебных заведений учитывались результаты государственной итоговой аттестации, участие школьников в олимпиадах, реализация программ профильного и дополнительного образования. Строили, строили и, наконец, достроили. В Чебоксарах одним проблемным объектом стало меньше. В ближайшее время 123 жителя республики, вложившие средства в строительство дома по проезду Соляное, получат свои долгожданные квартиры. Возведение многоквартирного жилого дома началось в далеком 2015 году. Однако было приостановлено из-за финансовых проблем застройщика. В 2019 году строительная компания «Алза» была признана банкротом, а позиция 5 включена в единый реестр проблемных объектов. Напомню, что дом по проезду Соляное достраивал Фонд защиты прав дольщиков. Также до конца года ожидается ввод в эксплуатацию еще 2 проблемных объектов – ЖК «Ривьера» и позиция 83 по улице Калинина. Встречаем Новый год вместе с Министерством образования Чувашии. В 75-м павильоне на стенде нашей республики открылась экспозиция регионального Минобра. В течение 3 недель гости будут знакомиться с культурой Чувашии на интересных мастер-классах. Например, своими руками мастерить вот такие фольгированные значки с национальными орнаментами или елочные игрушки. 1 январская неделя отметится уже 3 нашими вузами, которые проведут молодежные сессии, интерактивы для более взрослого населения, для тех студентов, которые обучаются в Москве. Хочется отметить, что в день открытия экспозиции Министерство образования Чувашии подписало соглашение с издательством «Просвещение». Следующий учебник, он ляжет на стол наших учеников уже 1 сентября 2024 года и будет посвящен региональной истории Чувашской республики. Выставка живописных и графических работ «Петр Егоров. Наш современник» завершает свою работу в Чебоксарах. Около 100 картин, созданных опытными и начинающими мастерами кисти, представлены на выставке в Чувашском художественном музее. Экспозиция посвящена Петру Егорову, нашему земляку, выдающемуся архитектору, внесшему огромный вклад в развитие русского классицизма в архитектуре. Здесь представлены работы художников из Чебоксар, Москвы и северной столицы, выполненные в ходе пленэра в Санкт-Петербурге в августе этого года. Участие в нем приняло 15 живописцев. Добавлю, художники отметили 50 картин из своих коллекций, которые можно выкупить, а средства от их реализации направить в фонд «Перле» на поддержку детей и семей участников спецоперации. Экспозиция продлится до 23 декабря. Она доступна по Пушкинской карте. Таковы вести к этому часу. Желаю вам отличного настроения. Оставайтесь на телеканале «Россия».